тувинском языке существительные связаны с тремя категориями. Категориями числа, падежей и принадлежности. Посмотрим сначала категорию числа. Единственное число, множественное число. Множественное число выражается присоединением окончаний лар, лер. Если же основа заканчивается, единственное число заканчивается на гласную букву, гласная буква, на букву Г, на букву И краткую и на букву Р. Например, если на гласную чета, чета это копье, во множественном будет соответственно чаталар, копья. На букву Г таг, гора, таглар, горы. Ай, луна, айдар, луны. Пар, тигр, парлар, тигры. Второй аффикс. Нар, нер. Нар, нер присоединяется, если единственное число заканчивается на сонорные носовые буквы. То есть ан. Например, слово ном, книга, во множественном числе будет номнар, книги. Например, слово ан, зверь, во множественном числе будет аннар, зверь. Например, слово сын, горный хребет, во множественном числе будет саннар, горные хребты. Следующий аффикс. Тар, тер. Присоединяется, если единственное число заканчивается на согласную глухую букву. Например, ак, белый, аттар, белый. Например, тут лиственница, татар лиственницы. Следующий аффикс. Дар, дер. Он присоединяется, если единственное число заканчивается на букву Л. А тут глухие согласные. На букву Л. Например, тал, талдар. Тальник, тальники. Что касается присоединения тар или дер, тер, дар или дер, то это зависит от гласного единственного числа. Как мы уже разобрали, если в единственном числе гласная заднего ряда, то присоединяется аффикс с гласной заднего ряда. Если переднего ряда, то переднего. Например, хек, кукушка, хектер, кукушки,
Так как гласная переднего ряда, то гласная в аффиксе тоже, соответственно, переднего ряда.